понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Радио «Крым Реалии» выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц или на 100,7 FM. Поехали! Тема дня. Сегодня мы будем говорить о Дне памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Дата 18 мая с недавних пор имеет всеукраинское значение. Но трагедия целого народа состоит из сотен тысяч личных трагедий изгнанников, которые далеко не всегда оказывались в центре внимания исследователей и политиков. Каково человеческое измерение депортации и чему нас могут научить живые истории крымских татар, переживших геноцид, об этом мы будем говорить с историком Гульнарой Бекировой. Она в нашей студии. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем наш разговор, давайте послушаем короткую справку об этой дате. 100 слов по теме. Освобождение Крыма в апреле 1944 года сопровождалось не только изгнанием фашистов, но и повсеместной чисткой местного населения. В подписанном руководителем СССР Иосифом Сталиным постановлении о крымских татарах в предательстве и сотрудничестве с немецкими оккупантами обвинили целый народ. На полуострове началась операция по насильственному переселению коренного народа в Узбекистан и на Урал. К ней подготовились за пару дней. НКВДшники собрали адреса проживания крымско-татарских семей в городах и поселках, а в селах, населенных только крымскими татарами, разместили войска. Более 32 тысяч оперативников, офицеров и бойцов НКВД и КГБ. В ночь с 17 на 18 мая началась операция по выселению крымских татар. Стук в дверь, минуты на сборы, грузовик и товарный вагон. Уже 20 мая местные партийные чиновники рапортовали в Крымский обком об успешно проведенной операции. За 2 дня с полуострова вывезли более 180 тысяч крымских татар. В дороге и в спецпоселениях по различным оценкам погибло от 25 до 46% людей. 100 слов по теме. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Перед тем, как мы, собственно говоря, перейдем к вопросу о человеческом измерении, о том, что попадало и что не попадало в фокус исследователей и политиков раньше, давайте все-таки сосредоточим, охватим, так сказать, внешним взглядом с поверхности процесс государственной реабилитации крымских татар в позднем Советском Союзе и в постсоветских государствах. Насколько я знаю, в 1967 году официальное обвинение в предательстве с крымских татар было снято, но разрешить им возвратиться домой никто не додумался. До 1989 года этот процесс был не очень, скажем так, масштабным, с 1989 года более масштабным. И вот по вашему мнению, почему, несмотря на то, что формально как бы Советский Союз признал, что он не прав, почему Советский Союз не пошел на то, чтобы разрешить крымским татарам вернуться на историческую родину? Сергей, все-таки нужно сказать еще об одной важной такой цифре, дате. Это 1956 год, 28 апреля, когда крымские татары указом Президиума Верховного Совета СССР, как и другие депортированные народы, и, в общем-то, были сняты со статуса, то есть статус спецпереселенцев с них был снят. И тогда же начался процесс во властных структурах, размышлений о том, возвращать, не возвращать, потому что, в принципе, вот это вот важный процесс, потому что как раз в 1956-1957 годах крымские татары имели шанс вернуться, как и большая часть других депортированных народов Советского Союза. Но тогда эта милость властей их не коснулась, и вот эта мина замедленного действия, как сегодня мы уже понимаем, была заложена уже тогда, и действительно крымские татары получили такую реабилитацию сквозь зубы и без права возвращения в Крым. Это очень важный такой момент. В 1967 году, как вы верно заметили, была опять такая реабилитация, то есть снятие огульных обвинений, и опять крымские татары как бы могли жить на родине формально, но суровая правда жизни была такова, что опять-таки существовал запрет. И вот в этом, конечно, двуличие и иезуитство советских властей проявилось в полной мере, и только процесс возвращения крымских татар действительно начался в конце 80-х. И я хочу подчеркнуть очень важный аспект, что это опять-таки было связано не с тем, что добрые советские власти
и прекраснейший передовой господин или товарищ Горбачев, ну, наконец, открыли двери в Крым. Нет, это тоже сопровождалось годами жертв, борьбы и потерь. Это очень такой драматический период, к сожалению, малоизвестна история национального движения, но без этого периода мы сегодня не можем понять ту беспрецедентную, ну, по сути, борьбу, которую сегодня ведут крымские татары уже в Крыму. То есть борьбу очень цивилизованную, легалистскую, но это другой сюжет. И в связи с этим, конечно же, вопрос. Вот здесь в своей широко известной речи крымской Владимир Путин в 18 марта 2014 года пообещал завершить процесс реабилитации крымско-татарского народа. Давайте его на секундочку послушаем. Мнение. Был период, когда крымским татарам, так же, как и к некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно. От репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей. И прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа. Решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объеме. Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Мнение. И вот буквально через несколько недель, 21 апреля, был издан специальный указ о реабилитации крымских народов, в том числе и крымско-татарского, пострадавших от незаконных репрессий. И как бы хотелось бы разобраться, вот вы представляете себе, для чего Российской Федерации было нужно в 2014 году подтверждать процесс реабилитации крымских татар, если все обвинения советской власти и так были сняты во время советской власти? Здесь есть какой-то неразрешимый юридический казус или это чистый пиар? Ну, это, конечно, чистый пиар. И, конечно, если бы у меня была вот сейчас возможность напрямую обратиться к Путину, ну, первое, что бы я спросила у него, а как вообще можно на этой земле, где крымские татары жили, трудились многие десятилетия и столетия, да, и как можно вот на этой земле, где произошли такие страшные трагедии, да, мы будем о них говорить, да, потому что мы говорим о человеческом измерении, идет сегодня такое неприкрытое хамское возвеличивание фигуры Сталина. Первое, что было сделано, по-моему, первый памятник, который был поставлен, это был памятник Большой Тройки, хотя еще 10 лет назад нам, активистам, в том числе и российским, и украинским, удалось избежать вот этого страшного произведения, которое сегодня украшает в кавычках Крым. Памятник Большой Тройки, где Сталин занимает очень даже видное, заметное место. Сегодня мы наблюдаем жуткие сталинистские шабаши. Это для меня тем более драматично, что, например, это родина моего отца, который никогда в жизни после депортации не вернулся в свои родные севастопольские горные деревни. Да? То есть он их не видел просто, потому что это была закрытая территория для крымских татар. И почему сегодня некие личности прославляют Сталина, хотя это просто плевок, это оскорбление тысячам крымских татар. Нет ни одного крымского татарина, кто бы не возмущался в Крыму этим фактом. Но при этом идет вот такое неприкрытое возвеличивание тирана и этого серийного убийцы. Что это за реабилитация? Если реабилитация – это те там 100-200 рублей, которые получают там сейчас эти люди, которые пережили депортацию, то, может быть, они бы отказались бы от вот этих 100 рублей, чтобы только им не плевали, пардон, физиономию, вот постоянно говоря о том, какой прекрасный Сталин, о том, что ему нужно на Приморском бульваре Севастополя поставить памятник. Ну, то есть, понятно, что это чистейшей воды какое-то хамское наглое иезуитство, и нужно обратить внимание вообще хотя бы на это. Хотя меня, конечно, это не удивляет, потому что когда речь идет о реабилитации в условиях тоталитарных диктатур или
Ну, авторитарных ну, кто-то говорит авторитарных, я говорю, что после Болотной мы уже имеем дело ну, с таким тоталитарным, по сути, государством. Ну, здесь можно спорить, но суть от этого не изменится. Мы видим, что реабилитация какая-то, мягко выражаясь, странная. И то, что она была, по сути, произведена в пику Украине, и здесь мы не должны, конечно, забывать о том, что, конечно, стратегия развития Крыма в рамках украинского государства, да, по сути, ее и не было. Мы с вами, как крымчане, это прекрасно понимаем. И здесь, конечно, хотя бы сегодня уже украинское государство должно обратить свой взор на Крым, хотя бы учесть вот те ошибки, какие были. Потому что, ну, по сути, государственная политика в отношении Крыма была, ну, так мягко говоря, не всегда последовательной и умной. Понятно. Это радио Крым Реалии. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы продолжим через несколько секунд. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Не секрет, хотим мы этого или не хотим, нравится или не нравится, что мемориальные практики в Украине достались во многом в наследство от Советского Союза со всем их величием, я бы сказал, пафосностью и монументальностью. И, на мой взгляд, это объясняет, почему личность, почему трагедия в индивидуальном ее выражении очень часто не попадала в фокус таких мероприятий. То есть, если памятник, то, как правило, безымянный, коллективный и всем, и то же самое касается лозунгов. И мне представляется, что, по-моему, в этом году впервые в фокус государственных мемориальных мероприятий попало именно человеческое измерение трагедии. Вот тут Министерство информационной политики к 18 мая презентовало социальную рекламу с упором на личность. Давайте ее послушаем. Қағасудан кетелер, аяқлары ялпақ, башларын. Йди до мене, рідна. Мамо! 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 Протягом 10 років я бачу один і той же самий сон. Мій рідний Хапсіхор і моя рідна мати. Депортація забрала в мене все. И вот теперь, возвращаясь к основной теме нашей программы, если мы будем говорить о человеческом измерении депортации, на что раньше не обращали внимания исследователи и политики, и что гораздо более важно для каждого человека в отдельности, а не, скажем, для всего народа в целом? Ну, конечно, мы на эту тему, мы исследователи истории депортации, конечно, можем целую огромную лекцию прочесть. И вы, конечно, тоже знаете эти сюжеты очень хорошо, потому что, в принципе, в официальных документах человеческие истории представлены очень скупо, если вообще представлены. Ну, конечно, казусы бывают, и кто большими массивами официальной документации, ну, скажем так, как исследователь владел и оперировал, ну, вот как я, например, конечно, мы видели там довольно-таки такие драматичные истории, но, в принципе, конечно, вот официальные документы о человеческих трагедиях умалчивают. И, по большому счету, они и не должны об этом говорить, потому что, опять-таки, речь идет о документах тоталитарной державы, тоталитарного государства. И вот чтобы компенсировать вот эти самые недостатки, лакуны, недоговоренности вот этих самых документов, конечно, исследователь должен постоянно иметь в виду, что есть большой массив, в том числе и несозданных документов, документы так называемой устной истории, то есть воспоминания очевидцев. И такие воспоминания стали, в принципе, записываться и у очевидцев, и видео, и письменные, ну, достаточно давно, ну, может быть, 15-20 лет, там вышло несколько изданий в Крыму, и это, конечно, очень важный источник. И мы в рамках акции Курултая крымско-татарского народа, акции УНУТМА, мы тоже, в общем-то, работали над тем, чтобы создать достаточно обширный массив этих источников, чтобы у нас уже были материалы вот как раз для и будущих исследований, материалы, связанные как раз с личным опытом людей, которые пережили трагедию 1944 года, ну и последующих лет. Но я не могу не задать вам вопрос, почему эта акция, общенародная акция,
помни, она была проведена в Крыму с 2004 по 2011 год, и хотя было собрано там более 900 свидетельств, и с точки зрения там историографии, источниковедения, многие историки позавидовали бы такой цифре источников. Почему все-таки так поздно начался сбор этих свидетельств? Если бы он начался в 1994 году, может быть, их было бы больше. Я бы, конечно, тут же сразу вспомнила бы, как вообще крымские татары возвращались, да, то есть, ну, двумя руками строили дома, а тут же там где-то что-то там пытались заниматься наукой, и там что-то еще делать. Ну, давайте скажем так, объективно на то были, в общем-то, достаточно веские причины. Это была стихийная репатриация, по сути, саморепатриация. Люди возвращались, ну, часто вообще, ну, в степи, там обивали пороги, чтобы им дали какие-то участки. То есть, по сути, тогда у многих, даже у ученых-исследователей, не было этой возможности. И, в общем, по сути, это тоже объяснимо. И вот этот процесс, ну, хорошо, что он в принципе начался, потому что если бы он не начался тогда, когда очевидцы живы. Вот мы сегодня, когда уже идет расследование прокуратуры Автономной Республики Крым, когда, слава Аллаху, есть еще люди, которые живы и которые помнят об этой, ну, трагедии 1944 года и, ну, что называется, ходят или там ходят на допросы и, в общем-то, рассказывают свои истории, но их уже значительно меньше, чем было действительно 10, 15, 20 лет назад. И хорошо, что это в принципе случилось, и мы сегодня имеем действительно серьезный массив. Он в значительной степени введен в научный оборот, потому что издания выходили в Крыму. Другое дело, что они практически недоступны, например, в Украине. Ну вот не было этого такого социального какого-то, ну, интереса, заказа, как угодно это называйте. Только сегодня в Украине, ну, потеряв, по сути, да, Крым, украинцы обратили свой взор и к трагедии крымско-татарского народа, и депортация признана геноцидом. То есть вот это вот все очень такое сложное переплетение. Да? Ну, у нас же историков никогда нет легких ответов, хотя, может быть, многие бы и хотели их получить. Но я считаю, что хорошо, что эти исследования хотя бы есть, что вот мы успели, например, оцифровать. Мы должны были выпустить эти материалы уже в 2014 году в мае. Но трагедия, опять-таки, Крыма марта 2014 года, ну, в общем-то, мягко говоря, понятно, отложила этот процесс. Но мы можем надеяться, что в ближайшее время. Разумеется. Вот мы сегодня уже, вот наша специальная комиссия Курултая, по сути, архив разгромлен, ну, физически, да, то есть мы понимаем, что архив Меджлиса крымско-татарского народа находился в том же здании, где находился Меджлис, который сегодня запрещен на территории Российской Федерации, соответственно, и де-факто российского Крыма. К счастью, мы успели сделать электронную копию этих материалов. Это действительно, как говорится, Аллах нам помог. И сейчас как раз Крым Реалии вместе с нашей комиссией и с историком Эльведином Чубаровым в частности, как раз готовят к печати эти материалы. Вот уже месяц этот такой важный для нас процесс проходит, потому что, ну, Крым Реалии — это очень популярный ресурс, и там, по-моему, сейчас вышло 6 или 7 таких пространных воспоминаний очевидцев с фотографиями. И я думаю, что в перспективе у нас действительно очень масштабное исследование. Я почти уверена, что оно выйдет, но только это вопрос времени, когда это случится. Но очень хорошо, что эти исследования мы успели сохранить. И если мы сфокусируем наше внимание вот на том главном, что отличает личный опыт тех, кто был депортирован, от официальной статистики тех, кто депортировал, то в чем главная разница, в чем пропасть между одними и другими, потому что документы одних уже известны, а воспоминания других только вводят в оборот. У нас не так, на самом деле, много времени, минуты 3, но хотелось бы вот самое главное, на ваш взгляд. Ну, самое ключевое, что, конечно, официальные документы, здесь все гладко было написано о том, как крымские татары должны были получить суды, фуфайки, еду, питание, ну, на местах изгнания. Из этой такой благостной
радостной картины, складывалось впечатление, что процесс депортации – это такое какое-то увеселительное путешествие просто в теплые края. Ну, применительно к крымским татарам, это в основном порядка 150 тысяч человек были депортированы в Узбекистан. И, конечно, многие исследователи, ну, например, небезызвестный Николай Федорович Бугай, когда у него на руках оказалась огромная масса документов официальных инстанций, так и, в общем, и гладко, красиво все написал. То есть первые работы по депортации мы видим, ну, да, достаточно, мягко говоря, такие субъективные. То есть объективно-субъективные. То есть они опираются исключительно на эти самые официальные документы. Но когда мы прибегаем и к опыту как раз вот личных, к личному опыту очевидцев, мы видим, что в каждой семье были умершие, что смерть вообще была обыденным явлением, и что то, что вообще случилось, ну, это действительно геноцид. Сегодня идет расследование. Даже если речь идет о 20-25%, как говорят власти, это сверхсмертность. Ну, наши исследования активистов национального движения, сама перепись, которая была проведена в середине 60-х, свидетельствует о более высоких цифрах. Но я думаю, что здесь дело даже не в этом. Здесь дело о том, что, по сути, крымско-татарский народ оказался на тот момент на грани выживания и, в общем, потерял значительный человеческий ресурс. И это сегодня уже очевидно, да, потому что сегодня, ну, если крымские татары там около 20% составляли на момент выселения, то сегодня всего 13%. И это кое о чем уже говорит. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами в студии была Гульнара Бекирова, крымский историк. Это радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Радио Крым Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Ну и, конечно, на сайте Крым Реалии. Услышимся. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.